Энергетики готовы обеспечить надежное электроснабжение в день голосования. Специалисты МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго» продолжают подготовку к выборам президента России. В день голосования в республике заработают 137 избирательных участков. В каждом из них энергетики уже провели осмотры и дополнительные работы по диагностике и определению технического состояния электросетевых объектов. Выявленные комиссией недостатки устраняются в оперативном порядке. На одном из участков побывал Зелимхан Калоев. Сотрудники Назрановского участка городских электросетей приступили к реконструкции воздушной линии электропередачи общей протяженностью около 300 метров, которая проходит по территории средней общеобразовательной школы номер 8 города Назрани, где, собственно, будет и расположен один из избирательных участков. Эта линия у нас проходит со дня основания этой школы, и в последние годы нас по линии МЧС очень часто нас ругали за то, что открытый голый провод проходит над территорией школы. Это очень болезненный участок, в любом случае, где дети находятся, это нужно очень бережно и очень аккуратно относиться ко всему. Энергетики меняют оголенные провода на самонесущий изолированный провод и совсем скоро установят на территории школы 3 новые опоры. От старых деревянных электрических столбов здесь избавляются на месте. Помимо этого заменят поврежденные изоляторы, трансферы и проверят трубчатые разрядники. Согласно протоколу, утвержденному Федеральному штабу по безопасности электроснабжения Республики Ингушетия, намечены основные мероприятия, которые мы должны выполнить до начала выборной кампании. Значит, с сотрудниками филиала ведется работа на всех 137 участках проведения выборов на территории Республики Ингушетия. Реконструкция участка включена в комплекс технических и организационных мероприятий для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения на избирательных участках в день выборов. В работе используется изолированный провод, который плотно связан в тугой жгут, благодаря чему обеспечивается большее сопротивление разрыву. Даже лежащий на земле изолированный провод не будет представлять никакой опасности, так как он изолирован. При любых повреждениях воздушной линии потребителя останутся со стабильным напряжением в сети. Также занимаемся реконструкцией всей начинки трансформаторной подстанции. То, что не хватает, то, что находится в ветхом состоянии, мы меняем, делаем реконструкцию, делаем протирку, делаем доливку масла. У нас возникали довольно-таки часто проблемы с этими проводами. Они неоднократно у нас падали во дворе, замыкались, что вело впоследствии за собой это перебой электроэнергии или же полное отключение трансформатора. Также энергетики планируют провести мониторинг противопожарного состояния производственных и бытовых помещений. А до 10 марта в филиале «Ингушэнерго» будет введен режим технологической тишины, подразумевающий полный запрет на все плановые работы и переключения, за исключением связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий аварии. Зелимхан Калоев, Хаваш Гойгов, Новости 24.